Представляем бойца в синем углу октагона. Ему 24 года. Представляет Казахстан, город Алматы. Это его профдебют. Тренер Еляман Веркимбекулы, спортклуб Еркексинг. Кандидат в мастера спорта по панкратиону. Чемпион Алматы по панкратиону. Встречайте, Айболат Айбалта Нохан! Его соперник в красном углу октагона. Ему 22 года. Представляет Кыргызстан, город Ош. Это его профдебют. Тренер Мики Халгулов. Спортклуб Ош. Чемпион Ошской области по ММА. Чемпион Кыргызстана по кикбоксингу. Хубанычбек Улу Чингис! Бонус. Бул супер фишка. О байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. О бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Что ж, друзья, мы идем далее, и у нас очередной поединок. Это Кубанычбек Улу Чингис и Нохан Айболат. На все временем. Что ж, у нас тем временем начинается этот поединок. Айболат Нохан, это казах, боец в синем углу октагона, и его соперник Кубанычбек Улу Чингис, Ошская область. Ош против Алматы. Да, намного выше ростом, рост 1,78 м у нашего бойца, Чингиза Кубанычбек Улу. Ну а Айбалта, я могу похвастаться, это прозвище придумал, это я, кстати говоря. Сам предложил ему, говорю, парень, говорит, у меня есть прозвище. Я говорю, как тебя зовут? Айболат. Ну, тогда Айбалта. Все логично. В этой жизни все логично. Ну что ж, очень все спокойно сейчас идет. Ну что ж, у нас тем временем 1500 наших зрителей сейчас на канале EFC RTMH. Пишите, какой бой вы ждете больше всего. Активно давайте мы пообсуждаем, какие поединки вы ждете. Ну, и я, честно говоря, очень заинтересован в поединке Таласского Рокки. Все-таки кулачные бои. Не часто мы видим это все на турнирах, классических боях по ММА. Хотя вот вы помните то, что в конце прошлого года UFC также провел турнир. Да и в целом последние турниры у нас вот Адлет Нурматов, Канат Гельдебеков по правилам грэпплинга бились. Также мы помним по правилам кулачных боев бился, кстати говоря, Марсель Нурланбек Улу против Эль Пачо, того самого Эль Пачо. Вот. Спокойно парни сейчас идут. 22 года Чингизу, 24 года Нохану. Я, кстати говоря, узнал то, что Айболат Нохан является призером чемпионата Казахстана по боксу. А это уровень, на самом деле, это уровень. Мы знаем казахстанский бокс, и также он является кандидатом в мастера спорта по боксу. По панкратиону тоже, и чемпион Алматы по панкратиону. Очень спокойно все идет.
Так, первым номером пытается работать сейчас Нохан Айбулат. Пытается давить на соперника. Вот такое пассивное давление, особо ничего не происходит. Это ведь все-таки молодые бойцы, да? Молодые бойцы, молодые орлы ММА Средней Азии. Поэтому давайте поддерживать их в комментариях. Писать им хорошие, приятные слова, потому что все-таки эти ребята, это будущее ММА Средней Азии. А ММА Средней Азии очень активно развивается. Естественно, Бекзат, Асу Алмабаев у казахов. Ну, понятно, что главная звезда казахского ММА в UFC это, конечно, Шавкат Рахмонов, который, я думаю, что через бой, возможно, уже будет биться за пояс. Однозначно. Кто еще есть? Ну, Морозов, Агапова, Дамир Исмагулов. Ну, уже они же бывшие бойцы. Жалгас, ой, какой размер, смотрите! Что творят сейчас ребята? Активный был размен, сейчас зарубились. Последняя минута. Кстати говоря, то время, которое вы видите здесь, на ваших экранах, оно не самое правильное. Кстати, по звуку что? Все нормально? Давайте напишите в комментариях, звук как, нормально? Мне это очень интересно. Потому что, чтобы я не просто так говорил, чтобы вы меня слышали. Итак, последние 10 секунд. Активизировались ребята, услышав сигнал, что осталось последние 10 секунд. Очень хорошо. Все. Завершается первый раунд. Конец первого раунда. Так, все, говорит, пишут нас. Дастан Осмонов, Бека написал. Алиев Низамедин, что со звуком все нормально. Поэтому, ребят, все нормально. Приготовиться. За ними Акылбек Мусаев, Урмат Турдубеков. Подготовиться Лучимбек Хосилов, Алмаз Улу Абдулкадыр. Когда будет биться, а Алтыншпаев будет биться через 2 боя. В общем, у нас 16 боев. Нас тут спрашивают, Темирлан Оматбеков. Итак, раунд номер 2. Интересный раунд. В целом, конечно, вот ребята 61 килограмм хорошо показывают себя. Очень хорошо себя показывают бойцы именно этого легчайшего дивизиона. Очень спокойно. Но, видите, начинают они достаточно легко, непринужденно, а дальше начинается просто настоящая рубка. Забирает центр октагона. Я вижу, что очень много болельщиков из Узбекистана в комментариях. Реально, очень много пишут здесь узбекские фанаты. Действительно, ММА классно развивается у наших соседей. Все-таки, да, Махмуд Мурадов, Нурстон Рузибоев. Также еще есть боец, девушка из Узбекистана. В целом неплохо, да? И вы сами видите то, что в отличие от там, 5-летней давности, сейчас в Кыргызстан приезжают хорошие узбекские бойцы уже с хорошим бэкграундом. Я думаю, что еще года 3-4 и узбеки могут выйти вперед, если мы не будем развиваться. Да, мы сейчас видим также то, что в Казахстане развивается ММА, но
Понятно, что ММА в Кыргызстане имеет очень большую историю. Это еще Панкратион, помните те времена, лохматые времена, начала нулевых, 90-х годов. Алмаз Акун, когда еще дрался. Ой-ой-ой, хороший проход. Ситуацию увидел Айбулат Нокан. И мне нравится то, что в отличие от там, 3 лет, трехгодичной давности, 2-годичной давности, сейчас уже болельщики начали как-то очень спокойно реагировать на бои. То есть нет прям, грубо говоря, страча в комментариях, когда там бьются бойцы из Узбекистана против Кыргызстана, либо Казахстан против Кыргызстана, там начинают оскорблять друг друга. Раньше такое было. Сейчас уже, в принципе, все понимают, что это профессионалы, что это бойцы, что это спортсмены. И ну, это спорт, это нормально. Понимаете? Да, спасибо. Здесь нам пишут то, что вот про комментатора. Красавчик. Спасибо большое. Стараемся работать во благо нашего спорта. Ну и, конечно же, UFC — это лучшая лига нашей страны, однозначно. Наша лига проводит поединки каждый месяц. А здесь тем временем атакуют Айбулат. Да, чуть обидно, что вот наши ребята, в принципе, пытаются рубиться, пытаются вот, показывать красивые поединки, но ловят их, ловят. Так, Чингис. Чингис не работает. Чингису самому нужно сейчас активизироваться. Да, ребята, напишите в комментариях, с какого города, села вы сами пишите нам и смотрите этот поединок. Ой, хорош вот здесь. Апперкот или боковой удар попадает вот здесь. Чингис. Хорош. Так, вот он сейчас пишет то, что это Тюб, Бишкек пишет, да? А откуда еще? Йо, хорошо! Проход есть. Кстати, вот тут написал Рукпис Сайдумаров. Я рад, что наш Кызыладыр теперь город. Кстати, да. Кызыладыр, как по мне, это не село, это город. Тут есть торговый центр, тут все есть. Школы, больницы, все есть. Так что это реально город. Итак, последние секунды. 30 секунд до конца. Так, Якутия там пишет. Фергана, Айтматов, Джунгал, вот, пишут, да. Вот, мы расширяемся. Итак, что у нас здесь? Последние секунды. 10 секунд. Чингис сложно, да, очень сложно идет. Очень сложный поединок. Конец второго раунда. Бойцы в октагон. Мушкерлер, октагонға. Третий раунд. Так, у нас тем временем третий финальный раунд этого противостояния между двумя бойцами высокой категории 61 килограмм. Айбулат Нохан и Куанычбек Улу Чингис.
Сейчас бьются. Уй, хорош. Айболот хорош. Ты не скажешь? Попытка прохода есть. Чингизу очень сложно сейчас. Очень сложно Чингизу. Так, звук. Что за звуком у нас? Так, да, у нас снова проблемы со звуком, как я понимаю. Или что там, ребята? Пишите, слышно ли меня сейчас хорошо или плохо. Мы работаем ради наших болельщиков, ради наших подписчиков. Итак, есть активность. Хорошо, дальше. Отлично, дальше надо. Нарабатывать. Так, тут нас пишут, что звук плохо, а некоторые пишут, что звук плохо. Некоторые пишут, что звук хорошо. Непонятно. Если сейчас меня слышит наш техник, наш режиссер, пожалуйста, постарайтесь исправить звук. Есть проход и тейкдаун выполнение Чингиза. Закрыл он здесь замок на ногах. Да, плохо слышно, говорят, да? Сейчас я скажу, постараются нам исправить эту ситуацию, что со звуком здесь происходит. Пытается выйти в эту позицию. Все, ребята, я вас прочитал. Я понял, что звука очень мало. А здесь тем временем добивание. Пока все нормально. Рефери не останавливает поединок. Можно работать. Но неплохо. Здесь Чингиз снова берет позицию. Все. Это было сложно, но это победа. Дорогие дамы и господа, в этом бою победу в третьем раунде на 2 минуте и 44 секунде техническим нокаутом одержал Кобаныч Пекулу Чингиз!